Абхазская своя игра не сильно отличается от известной российской телевизионной игры. В ней принимают участие по 3 игрока. Один из них выбирает вопрос из игрового табло, на котором 5 тем по 5 вопросов. После того, как прозвучал вопрос, игрокам предоставляется несколько секунд на размышление и нажатие кнопки на своем игровом столе. За правильный ответ на вопрос игрок получает столько очков, сколько стоил вопрос. Его опознали Астерикс и Обеликс по профилю на монете. Какой из Цезарь? Я впервые участвую в своей игре. Раньше я бывала в роли зрителя, сейчас только начала в роли участника. Это безумно интересная вещь, и я думаю, каждому стоит попробовать себя здесь. Впервые турнир по своей игре состоялся в прошлом году в рамках 7-го чемпионата по интеллектуальным играм Абхазии. Игра стала популярной, и организаторы решили провести отдельный турнир. Возрастных ограничений для участия в игре нет, поэтому и заявок было много, но непосредственно в самом турнире приняли участие 27 человек. Мы показываем, как можно еще проводить свой досуг, потому что у нас сейчас на самом деле много чего развивается и появляется все больше и больше возможностей проявить себя. Вот мы показываем, как это можно сделать в интеллектуальной сфере. Каждые 2 недели мы проводим у нас тренировочные игры по «Что, где, когда». Собираемся здесь, вот в основном в этом же зале. Таким образом у нас собираются команды, которые играют, и чем дальше, все больше и больше приходит новичков. Для турнира «Своя игра» было составлено более 400 вопросов. Автором большинства из них является Гудиса Мамацев. Тематика вопросов самая разная – история, культура, религия, экономика, спорт. Здесь также прозвучали вопросы, связанные с Абхазией. В зале царила дружеская атмосфера. Новички с волнением отвечали на вопросы, ну а те, кому не впервые играть, чувствовали себя уверенней. Особо не готовимся, мы так периодически тренируемся, читаем какие-то там темы интересные, стараемся вычитывать. Мы надеемся, что когда-нибудь, и желательно в ближайшее время, станет популярным быть начитанным, интеллектуально развитым. Вот, и эти игры, безусловно, популяризируют интеллектуальное творчество и развитие в целом. Вот, поэтому я думаю, это очень полезно. По итогам набранных очков первым в интеллектуальной битве «Своя игра» стал Аслан Зантария, на 2-м месте Манвел Дипелян, на 3-м Тамаз Аблотья. Победителям вручили памятные подарки. Интеллектуально-творческий клуб «Дюна» и в будущем намерен проводить подобные игры. Алика Трапш, Артур Каландия, Абхазское телевидение.